Воистину, пути Господни неисповедимы. Сегодня уже больше недели как идут поиски Хизира, этого маленького мужчины, который сделал так, что поднялись и встали плечом к плечу все народы Кавказа, объединились. Ни один парламент, ни один чиновник не смог бы такого сделать. Это сделано руками Всевышнего. Это пример мужества, героизма, пример объединения народов. Это даже экологическая акция. Вычистили русло реки на протяжении 24 километров. Сотни и сотни добровольцев сейчас прочесывают реку, окружающие берега и в Чеченской Республике, и в Ингушетии. Я решил встать рядом со своим коллегой, со своим учеником Сулейманом Ужаховым. Я познакомился с замечательными людьми. Это полковник МЧС Котиев Ахмед, это зампредседателя правительства Ингушетии Евлоев Магомед. Они настолько болеют за это дело. Конечно, мы все мечтаем, молимся, чтобы спасти Хизира. Всю обратную дорогу я в машине слушал пение муллы, чтение Корана. Как-то хотелось приобщиться к всеобщей молитве. Дай Бог, чтобы наши республики находили точки соприкосновения. Гораздо легче найти негативное, но больших усилий требует то, чтобы мы жили в мире, в добрососедстве. Никакая сила эти республики не поднимет и не разнесет по разным регионам. Мы всегда будем соседями. И я видел, с каким гостеприимством относились к нашим ребятам, которые приехали помочь. Даже те, кто полезли в реку, чтобы прочесывать, вокруг каждого стояли ингушские ребята, чтобы их подстраховывать, чтобы с ними ничего не случилось. Не слушайте никакие провокации, никаких сборов нет. Его пока не нашли, хотя появились видео, как кого-то из реки извлекают. Давайте каждый из нас задумается, для чего Всевышний создал эту ситуацию. Мира всем вам. Это вот карта поиска ребенка, нашего героя. Дай Бог, чтобы нашелся. Мы в штабе здесь.